Некоторые эксперты и прочие активные граждане утверждают, что казахский язык умрет, казахская культура исчезнет, если мы не бросим все силы на поднятие статуса казахского языка, на постоянное расширение сферы его применения, причем сейчас и теперь. Согласен с ними, если понимать язык и культуру упрощенно, как этнографическую реальность. Не спорю, политические меры для развития казахского языка нужны. Но не нужно подменять политикой науку. Результаты работы комиссии по разработке казахского языка заслуживают пера даже не критиков, а сатириков. Казахский язык, вышедший из многовековой истории в статусе устного, нуждается не в экстенсивном развитии, но во внутренней динамике. Такую динамику способны придать лингвисты, владеющие несколькими иностранными языками. Это последняя и главная причина того, почему нужно изучать иностранные языки. Люди с кругозором также говорят, что нигде и никто не учит детей иностранному языку, начиная с первых классов. Приводят в пример Японию, Францию, Корею. Но мы не японцы, не французы, не корейцы. Хотя бы потому, что вошли в ряд письменных культур всего 100 лет назад. Поэтому если где-то и кто-то не учит иностранные языки, то это потому, что у них другая культурная, интеллектуальная ситуация. А нам, казахам, надо учить. Говорят еще некоторые люди с опытом, что, мол, учи, а толку не будет. Даже в самых развитых странах, дескать, не говорят на иностранном языке после долгих лет усилий. Хочу напомнить этим моим соотечественникам, что обучение языку не означает практического владения. Ни в школе, ни после ее окончания мы, учащиеся казахских школ, не говорили на русском языке. Умение пришло в годы учебы в высшей школе с практикой. С возможностями интернета и других средств современной коммуникации нашим детям будет легче достичь результатов, чем нам.